Похвален Иисус Христос. Запрошаю всех деток, всех, которые там попрятались где-то сюда, ближе алтаря. Ближе алтаря. Будем разговаривать, будем с вами вітатися з Єзусом. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz и завше, на веки веков. Аминь. Имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. И как дела, детки? Выспались или не очень? Как дела? Некие такие грустные все. Как дела у вас? Все нормально? Хорошо. Хорошо. Все хорошо, да. Воскресный день, поэтому пришли прославлять Господа. Да, поэтому с радостью, с таким сердцем радостным будем прославлять. И также сейчас будем повторять песни, которые мы будем петь на мши святой. Тоже с целого сердца, кто поет, тот 2 раза молится. Хорошо? И подумаем тоже, за кого будем молиться. Каждый из вас подумает, кого принесет в своем сердце Пану Иисусу, да? Может, маму, папу, бабушки, своих близких. И может те, которые очень нуждаются в нашей молитве. Хорошо? Сейчас готовимся до мши святой все.
Духа Святого. Пан с вами. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, на сьогоднішній Евхаристії у другую Великодную неделю. Або иначе, эта неделя так само называется неделя Божьей милосердности. Сам Пан Иисус каже, выбирая сегодняшний день, про святую сестру Фаустину, и Он каже, как сегодняшний день, у первую неделю после моего воскресения. Сегодняшний день был наполненный Божьей любовью. И Пан Бог, выбирая сегодняшний день, как каждому знать, дать море своей ласки, море своей любови. Как каждый из нас наполнится этой любовью Божией. Пан Бог не выдумляя нечто новое, а открывая на ново для нас свою любовь. Любовь, якую, напевно, ніхто з нас не заслуговує. Але все равно Бог любить кожного з нас. Бог любить, бо ми з'являємося Його дітьми Божими. Тому в серці вдячності, дорогі брати і сестри, захочу сьогодні так само подякувати за цю любов, невимовну любов Пана Бога. На початку Святої Мши представимо доброму Богу наші інтенції, просьби, з якими сьогодні приходимо до Його. Я відправляю на святейшу ахвяру в інтенції подяки за дар життя від Якуть Наталії, просячи доброго Бога, области здоров'я, Боже благословення, опеки на святейшей Панны Марии для ее на каждый день. Перепросим теперь Пана Бога за наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкой, словом, чинками, занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, за все ты Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, молиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного.
помолимся. Боже, без конца милосердный, Ты проштогодовое святкование Великой Ночи, оживляешь веру Твоего народа. Просим Тебе, повеличь у нас свою ласку, как мы глубей постигли веришь Христу, яким были очищенные, могутность Духа, яким были отродженные, и коштовность крови, якой были откупленные. Проспада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и благодарить уедности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги «Деяў апостолаў». Руками апостолов была учинена у народе шмат судовых знаков. Усе разом сходились на ганах Соломона, и никто из остальных не осмеливался долучиться до их, а народ узвеличивал их. Усё больше верующих долучалось до пана, множество мужчин и женщин, так что выносили хворых на улицы и клали их на ложках и носилках, каб хоть тень Петра, коли ён проходил, упала на кого-нибудь из их. Заходилось так само у Єрусалим, з навокольних местечков. Множество людей, які приносили хворих і опановані нечистими духами, і усе яны вылечвались. Гэта Слово Божие. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Нехай скаже Израиль навеки милосердность Ягоная. Нехай скаже теперь дом Аарона навеки милосердность Ягоная. Нехай скажет и, кто боится Пана, навеки милосердность Ягоная. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Правица Пана узнялась высоко, правица Пана проявила силу. Не помру, ли жить буду и обвещать справы Пана. Моцно покарал мяне Пан, але на смерть не выдал. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Камень откинутый будовниками стал головою вухла. Пан учинил гэта і дзіўнае но ў вачах нашых. Вось некі Пан учинил, будем радоваться у ім и веселиться. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Читання першого послання святого апостола Яна. Умилованные, кожный, хто верить, что Иисус есть Мессия, от Бога народжений, и кожный, хто любить того, хто народил, любить и народженного от Его. Потом познаем, что мы любим детей Божьих, коли любим Бога и заховываем заповеди Его. Бо любовь до Бога есть у тым, каб мы заховывали Ягоные заповеди, а заповеди Его не з'являются тяжкими. Бо ўсё, што народжана ад Бога, перамагае свет. І гэтая перамога, якая перамагла свет, ёсць наша вера. Хто ж перамагае свет, калі не той, хто верыць, што Езус ёсць Сынам Божым?
Езус Христус прыйшоў праз ваду і кроў, і праз духа, і не толькі праз ваду, але праз ваду і кроў. І дух сведчыць пра яго, бо дух – гэта праўда, гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ты поверив, Тамаш, тому, що бачив мене, каже Пан. Щасливі ті, хто не бачив, а повірив. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Приглашаю теперь всех деток еще ближе. Какие еще остались на костеле, то приглашаю сюда. Вместе мы послушаем сейчас Слово Божие и с вами тоже разговариваем. Очень интересное Евангелие. Пан с вами. Читание Святого Евангелия паводле Яна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёны ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам. Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Тамаш, адзін з 12, называны Блізня, не быў з імі, калі прыйшоў Езус. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі Пана». Але ён сказаў ім: «Калі не убачу на руках яго ранаў ад цвікоў і не укладу пальца свайго ў раны ад цвікоў і не укладу рукі сваёй у бок яго, не паверу». І праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя і Тамаш з імі. Хоць дзверы былі замкнёныя, прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам». Потым кажа Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Дай руку твою і ўкладзі ў бок мой. І не будзь няверуючым, але веруючым». Тамаш, адказаўшы, сказаў яму: «Пан мой і Бог мой». Езус кажа яму: «Ты паверыў, Тамаш, таму, што убачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў». Шмат іншых цудаў, пра якія не напісана ў гэтай кнізе, учыніў Езус перад вучнямі сваімі. Гэта ж напісана, каб вы паверылі, што Езус ёсць Месія, Сын Божы, і каб веруючы, вы мелі жыццё ў ім ягонае. Гэта Слова Пана. Ну что, как ваши дела? Все хорошо? Выходные? Кстати, да, точно, завтра в школу не надо, да? Он уже танцует даже. Ну, завтра день рождения? Будем тебя поздравлять. Хорошо. Дорогие детки, было у вас такое, что вам кто-то что-то рассказывает, а ты говоришь ему: «Не верю»? Было такое? Вот, к примеру, верите ли вы мне, что я могу сделать сейчас сальто назад? Да, нет, да, нет, нет. Ну и вот давай сейчас, ну, скажи. Если да, то покажите. Видишь, покажите. Хорошо. А верите, что я могу бегать со скоростью света? Нет, уже тут точно, уже тут отбрасываю все варианты. Что? Сам покажет. Надо показать, доказать. Ага. Хорошо. Что-то похожее было сегодня в Евангелии. Кто может помнить, что произошло в сегодняшнем Евангелии? Очень похоже. Христос воскрес, да, это правда.
А что сегодня произошло в Евангелии? Кто внимательно слушал? Ну, немножко подойди ближе. Что люди не поверили, то что если съесть платку, то грехи искупятся. Ну, не совсем про это. Нет, не совсем. Ну, давай. Ученики не верили, что это Иисус. Ну, нет, неправильно. Кто? Ведь не верили, что Он воскрес. Нет, не про это сегодня Евангелие было. Сегодня, смотрите, давайте я вам расскажу еще раз. Сегодня в доме собрались ученики. Но не было одного ученика. Томаша. Не, Юда уже давно нету. Томаша не было. По-русски это будет Фома. Его не было среди учеников. И Пан Иисус пришел и объявился. Мимо того, что двери были закрыты, появился Пан Иисус. И говорит вам: мир вам. Да, и говорит: вот, посмотрите, я живой, я воскрес. И потом Пан Иисус опять исчезает, и приходит Томаш. И все ученики его говорят: Фома, мы видели Мессию, он воскрес, он живой был. Фома говорит: да ладно, что вы прикалываетесь? Нет, мы серьезно тебе говорим, мы видели, он живой, все, вот, кто был в комнате, все видели. Да ладно вам, что вы мне... Вы, наверное, сговорились между собой. И Томаш говорит: покуда я пальцы свои не вложу в раны и руку свою не вложу в бок Иисуса, не поверю. Проходит 8 дней. И уже в этой комнате был и Томаш, да, Фома был. И является Пан Иисус. И тоже говорит: мир вам. И потом говорит, разговаривает с Томашем. Что он ему сказал? Вложи свой палец в мои раны и свою руку в мой бок. И не будь неверующим, но верующим. Смотрите, дорогие детки, это очень важная сегодня история. О том, что Пан Иисус ругает тому Фому, как вы думаете? Томаша ругает Пан Иисус? Нет, у него не ругает, не говорит: ай-яй-яй-яй-яй, Томаш, как тебе не стыдно? Тебе тут все апостолы говорят, а ты мне все равно не веришь. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, он говорит ему про другое. То, что Томаш сегодня символизирует таких людей, которые тоже иногда сомневаются. Сомневаются в вере, сомневаются иногда в Боге, да, сомневаются в каких-то разных вещах. И поэтому сегодня Томаш представляет очень важного человека. Он нам говорит о том, что мы сегодня должны быть людьми, которые тоже развивают свою веру, познают ее. Потому что он говорит: блаженны те, кто не видели, но поверили. И это очень важно в сегодняшней Евангелии. Хорошо, но сегодняшний день, если кто-то внимательно слушал, я вначале сегодня тоже об этом говорил, сегодняшняя неделя тоже особенная. Сегодня воскресенье особенное. Может, кто-то услышал в начале Святой Мши, я говорил, почему она особенная? А? В школу не надо завтра идти. Особенная неделя воскресенья. Какое сегодня воскресенье? Ладно, подскажу вам сегодня. Неделя воскрешения. Каждое воскресенье это воскресенье Пана. Хорошо. Сегодняшнее воскресенье называется воскресенье Божьего милосердия. Смотрите, я вам расскажу одну историю. Знаете, кто это? Да, это сестра, все верно, сестра законная. Все видите? Все видите. Хорошо. Такая же сестра у нас есть тоже на картине в костеле. Если вы внимательно обратите внимание, у нас есть картина с точно такой же сестрой. Нашли? Да, здесь все верно. Здесь у нас висит. Хорошо. Дорогие детки, эту сестру зовут Святая сестра Фаустина. Эта сестра, благодаря ней, да, мы узнали про Божие милосердие, что Бог действительно всех нас сильно любит. И сейчас мы об этом с вами поговорим. Оригинально эту сестру звала Хелена. Сестра Хелена, то есть была раньше Хелена Ковальская. И она была родом из Лодии и из многодетной семьи. Она была 3-м ребенком из 10 детей в семье. Представляете семью? 10 детей. Много? Много. Шумно. Очень шумно, да? Хорошо. И Пан Иисус выбирает ее, чтобы она была голосом Пана Бога, тоже, да, Иисуса. И сестра Фаустина, она идет в кляштер, она становится сестрой законной,
и с ней разговаривает каждый день Пан Иисус. Каждый день с ней разговаривает Пан Иисус. И представьте, да, вот представь, с тобой разговаривает каждый день Пан Иисус. Кому ты расскажешь или будешь молчать? Расскажешь кому-то? Буду молчать. Будешь молчать? Но А расскажу, но мне никто не поверит. вот. Смотрите, как близко сегодняшнее Евангелие вместе с сестрой Фаустиной. Очень близко. Она тоже рассказала своему исповеднику. Она рассказала тоже сестрам. Но сестры ей не поверили. Потом, конечно, они ей поверят очень сильно. Да, то есть сестра Фаустина. Ну и смотрите, у сестры Фаустины что-то в руках она держит. Там тоже что-то держит в руках. Книжку, да? Хорошо, это не Библия, это не книжка, это дневник. Благословенный Михаил Сапоцкий, ее исповедник, сказал, чтобы она начала записывать каждый день разговор с Паном Иисусом. Как Пан Иисус только объявляется, ты должна записать каждый день этот разговор. И сегодня у нас тоже есть такая книжка, да, дневник сестры Фаустины. И в этом дневнике тоже Пан Иисус обещает кое-что. Я сегодня с этого дневника выписал пару таких слов Пана Иисуса, да, где Он что-то обещает. И смотрите, первое такое важное обещание, это про сегодняшний день. Я желаю, чтобы первое воскресенье, день после Пасхи, то бишь сегодняшний день, был праздником моего милосердия. В этот день открыты глубины моего милосердия. Я изливаю целое море благодати на душу, которая приблизится к источнику моего милосердия. Кто в этот день приступит к источнику жизни, тот получит полное отпущение вины и наказаний. То есть, если человек в этот день примет святую коммунию и будет в состоянии благодати, то есть не будет у него привязанности к тяжелому греху, доверится Божьему милосердию и будет жить с любовью к ближнему, он получит полное прощение всех грехов и наказаний за них. Это первое обещание Пана Иисуса в этот сегодняшний день, поэтому это очень важный сегодняшний день, дорогие детки. Но также Пан Иисус просит, чтобы была нарисована картина Иисуса Милосердного. И Пан Иисус просит, чтобы была нарисована картина Иисус. Что там написано? Иисус, доверяю Тебе. Сестра Фаустина ищет художника, который мог бы нарисовать картину Пана Иисуса. И представьте, вот вы художник, да, и приходит к вам сестра и говорит, нарисуй мне, пожалуйста, Пана Иисуса. А как он выглядит? Ну, я сейчас тебе буду рассказывать, а ты рисуй. И когда в Литве была нарисована икона, да, эта картина, сестра Фаустина заплакала. Она сказала, нет, он не похож на Пана Иисуса, которого я вижу. Пан Иисус там намного красивее, намного лучше. Пан Иисус потом ей скажет, не переживай, оставь эту икону. Не в красоте дело иконы, а в том, что люди тоже могут получить большое спасение из этой иконы, что люди могут довериться мне. И он сказал, нарисуй, как меня видишь, в белом одеянии, я приоткрою немного возле своего сердца, и с этого сердца будут изливаться два луча, красный и бледно-белый цвет, что означает кровь и воду. И снизу напиши надпись «Иисус, доверяю Тебе». Что обозначает? Следующее обещание. Обещаю, что душа, почитающая этот образ, эту икону, не погибнет. Я также обещаю победу над врагами здесь на земле, особенно в час смерти. Сам буду защищать ее, как свою славу. То есть, кто доверится молитве перед образом с надписью «Иисус, доверяю Тебе», тот будет иметь особую защиту Иисуса в жизни и в момент смерти. Но также есть еще одно обещание, очень важное. Мы, когда становимся перед этим образом, и в нашем костеле он тоже есть, знаете где? Когда вы немножко пройдете, то с левой стороны увидите этот образ. Будете сегодня выходить из костела, то обязательно посмотрите. Еще есть такое коронка до Божьего милосердия. Попросите у ваших сегодня родителей, чтобы вместе сегодня с ними, с бабушками, с дедушками сегодня помолились этой коронкой. То есть веночек до Божьей милосердности. Это
Очень важная молитва. И здесь Иисус дает 3 обещания той душе, которая будет молиться веночком до Божьего милосердия. Через молитву этой коронки мне нравится давать все, о чем они будут меня просить. Дневник сестры Фаустины. Когда при умирающем будут молиться этой коронкой, я стану между Отцом и умирающей душой, не как справедливый судья, а как милосердный Спаситель. Души, которые будут молиться этой коронкой, в час смерти окружу своей великой милосердием. Поэтому, дорогие детки, сегодняшний день очень важный день. Бог сегодня дает много любви своей, милосердия и прощения. И надо этим воспользоваться. Попросите сегодня ваших мам и пап, дедушки и бабушки, чтобы с вами сегодня помолились этой прекрасной молитвой. Веночек до Божьей милосердности, коронка до Божьей милосердности. Бог сегодня дает очень много сегодня своей любви и своей благодати. Поэтому не пропустите сегодняшний день. Это сегодня очень важный и особенный день. Аминь. Вызнай нашу веру, веру единого Бога. Праз Єсуса Христа, який помер і воскрес, ка подарить нас вечным життем, узнесем до Бога супольные молитвы. Молимся за святый костел, каб ён обвяшаў людям радостную правду об воскресении Христа. Тебе просим. Молимся за святароў, каб яны сведчылі об воскрослом Христе. Тебе просим. Молимся за людей, якія займаюць высокія пасады ў нашай дзяржаве, каб іх рашэнні спрыялі дабрабыту і духоўнаму развіццю нашага народа. Тебе просим. Молимся за тых, каго Дух Святы адарыў сваім выключнымі дарамі, каб сваім служэннем яны захоўваючы ўсё больш людзей да веры ў Хрыста. Тебе просим. Молимся за людей, якія страцілі надзею, каб воскрослы Христус адарыў іх асаблівай ласкай. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы ў штодзённым жыцці з веры чэрпалі сілы для жыцця ў згодзе і любві. Тебе просим. Милосердный Боже, помолимся так само в інтенції святої мши, в інтенції подяки за дар життя для Якуть Наталії, просячи доброго Бога, ласки здоров'я, Божьем благословенстве для ее на кожний день Тебе просим. Милосердный Боже, дякуємо Тобі за усі дари Твої добрині і просим, навчи нас годно їх використовувати праз Христа, Пана нашого.
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Дай Пан Бог прими ахвяру с рук Твоих, прими хвалу и имя Своего. Милостивый Отче, прими дары Твоего народа, учеников усех, кто праз визнавання веры, их рост отримав новое життя, досягнули вечного счастья, праз Христа Пана нашего. Пан с вами, угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва у гэты дзень больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха, бо Ён сапраўдны агнё, Ён узяў грахі свету і сваёй смерцю перамог нашу смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хор анёлов разом с ними, с усіми святыми, спевают на пеки хвалы, неспынно ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, Сапраўды Боже, Ты святы, крыніца всілякай святости, тому єдності з усім Костьолом, у найсвятейший день з мертвых повстання Пана нашего Иисуса Христа, праз Його покорно молим Тебе, Пане. Освяти гэтыя дары росой Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и крывёю нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на муки, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, що учини нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пані, про Костьол Твой, розсіяний по усім світі. Удосконали його у любові, разом з нашим біскупом Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надію на воскрешення.
і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, і дазволім убачити святло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Ябранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, ко взими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ними з'являємося, тому осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас всього злога, дай ласкаво супокой дні наші, допоможи нам у милосердності Твоєї, щоб ми були завсюди вольні від греху і заховані всілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийся збавця нашого Єсуса Христа. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою.
Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Помолимся. Просим Тебя, всемогутный Боже, учеников прийняти нами пасхальные сакраменти. Завсюди Ти був дійсним у наших душах, праз Христа Пана нашого. Пане Єсу, про заступництво Марії, Маті Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, з Тобою після народження. Прошу Тебе в інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновити, якое знаходиться в небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, каб вони не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, якое Ти сам гэтому дитяті предвизначив. Амен. Душпастерские объявы. Святоружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы ў панядзелак Маці Божай міласэрнасці, ў аўторак Маці Божай шкаплернай, у сераду благаслаўлёных мучанікаў з Беларусі, ў чацвер нараджэнне Найсвяцейшай Панны Марыі, у пятніцу Маці Божай Чэнстахоўскай, у суботу каралевы веравызнаўцаў, у нядзелю о 18 гадзіне Маці Христовай. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла адзначаем 29 красавіка свята святой Кацярыны Сіенскай Панны, доктара касцёла, апякункі Еўропы. 1 мая, чацвер, успамін святога Юзефа Рамесніка. У гэты дзень касцёл заахвочвае да малітвы за людзей працы. У парафіі святога Юзефа Рамесніка ў раёне Паўднёвы парафіяльны фэст святая мша на 11:00. Сардэчна ўсіх запрашаем. Это таксама першы чацвер месяца. Молімся аб новых пакліканнях да святарскага, манаскага, місійнага служэння. Святая гадзіна ў гэтай інтэнцыі а гадзіне 17:30. Таксама гэта дзень пачатку маёвых набажэнстваў да Маці Божай. 2 мая, пятніца, ўспамін святога Атаназія, біскупа і доктара касцёла. Першая пятніца месяца аддаем пашану Найсвяцейшаму сэрцу нашага зваўцы Езуса Хрыста. Набажэнства гадзіне 9 з раніцы пасля малітвы ружанцовай. 3 мая ўспамін Найсвяцейшай Панны Марыі, каралевы. Свае імяніны ў гэты дзень таксама святкуе біскуп эмерыт, біскуп Александр. Запрашаем да малітвы ў інтэнцыі дастойнага імянінніка. Таксама гэта першая субота месяца, дзень малітву да Найсвяцейшай Панны Марыі, набажэнства да Бязаганнага сэрца Марыі о 9 гадзіне з раніцы. 4 мая, 3-я велікодная нядзеля. Таксама гэта першая нядзеля месяца. Пасля імшы гадзіне 9 вяночак да Божай міласэрнасці і адарацца Найсвяцейшага сакраменту да 13 гадзіне. Пасля імшы эўхарыстычная працэсія, урачыстае благаславенства і змена таямніц груп жывога ружанца. Заахвочваем да чыннага ўдзелу ў працэсіі эўхарыстычнай з рацыі першай нядзелі месяца. Таксама ў першую нядзелю мая ў нашай дыяцэзіі адзначаецца Дзень Маці. Молімся ў інтэнцыях жывых і памерлых мам. З гэтай рацыі таксама у Тракелях, у нашым дыяцэзіяльным санктуарыум будуць урачыстасці, прысвечаныя Дню Маці. Пусташ санктуарыя ўсіх сардэчна запрашае, каб там прыняць удзел і перад абліччам цудоўнага вобразу Маці Божай Тракельскай узнесці свае малітвы. Пачатак праграмы о 12:00, адарацыі Найсвяцейшага сакраменту, далей святая мша і інныя спатканні і малітвы. Таксама месяц мая, які пачынаецца ў чацвер, асаблівым чынам прысвечаны малітве да Маці Божай. Заахвочваем да ўдзелу у маёвых набажэнствах, якія адбываюцца праз увесь май. Штодня ў нашай парафіі будуць гэтыя набажэнствы адбывацца з раніцы о 8:30, пасля супольнага ружанца і ўвечары о 18 гадзіне. У нядзелю набажэнства да Маці Божай пасля імшы о 13 гадзіне. Асобы старэйшая моладзь 18 гадоў і ўзвыш, якія яшчэ не прынялі сакраменту бежмавання, могуць запісацца на спатканні падрыхтоўчыя да прыняцця дару Святога Духа. Спатканні будуць адбывацца па панядзелках пасля вячэрняй святой імшы, пачатак ад наступнай нядзелі. Дзякуем усім, хто бярэ чынны удзел у жыцці парафіі, дзякуем усім за добрую волю,
дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці, працай, ахвярамі і малітвай. Няхай уваскрослы Пан благаславіць кожны дзень вашага жыцця. На гэты тыдзень працы, адпачынку, спаўнення сваіх абавязкаў прымем Божае благаслаўленне. Pan z wami. Niechaj was błogosławić Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie u pokoi Chrysta. Alleluja, alleluja. Dziękuję Panu Bogu. Alleluja, alleluja. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.